Традиционного новогоднего хоровода с исполнением песенки о елочке в этом году не было. И символ наступающего года деревянная коза не стала почетным гостем праздника. Профессор Котов теперь является неформальным символом студенчества БГПУ. Именно в его честь проводилась роковая вечеринка с розыгрышами и призами. Целых 3 недели продолжалась предновогодняя акция «Кот на Новый год». За это время студентам предстояло заполнить специальные флаеры наклейками, которые они зарабатывали путем всевозможных усердий. Самые активные выжидали фотографии спрятанных наклеек в Инстаграме, отвечали на сложные и не очень вопросы ВКонтакте. После каждого экзамена или зачета бежали к замдеканам по учебной работе и с гордостью вклеивали свои флаеры котиков. Самым старательным удалось собрать по 10 наклеек и опустить заветный флаер в ящик. Флаеры 58 счастливчиков попали в магический лототрон, но лишь 10 посчастливилось стать хозяевами больших котов-антистрессов. Но желанную игрушку смогли получить и те, кто пришел на вечеринку в костюме кота. А чтобы розыгрыш проводился честно, доставали флаеры из лототрона зрителей из зала. Счастливчики определялись путем ответов на вопросы, связанные с биографией профессора Котова. Ее многие уже хорошо изучили во время проведения акции. Например, о том, что он предпочитает водные виды спорта, закончил Котсвордский университет и страдает плохим зрением, внимательные студенты смогли узнать из ежедневных сводок, передаваемых в социальных сетях. Снова я слежу, кто поднимает руку, готовимся. Каким видом спорта занимается профессор Котов? Галя? Правильно, выходи. А вечер инструментальной музыкой украсили молодые университетские рок-группы «Добби» и «Атлантика». Если раньше рок-группы были нечастыми гостями концертного зала БГПУ, то в новогоднюю вечеринку они были хозяевами зала. Состоящие из студентов разных факультетов и институтов коллективы исполнили свои лучшие композиции и спели новый университетский гимн «Здравствуй, ветер». Кроме рок-версии, в скором времени будет издана и акапельная вариация гимна. Надеемся, она придется по душе студентам. Жизнь, чтобы поменять, сердце в такт напева бьется у меня. Все проходит быстро, только знаю я, что за исходом дня золото огня. Новогоднюю вечеринку посетили и Дедушка Мороз со Снегурочкой. Они пришли не просто так, а с подарками. Новогодние персонажи раздавали сладкие, вкусные, уникальные конфеты. Полакомиться ими имели возможность только зрители праздника. В тот же вечер наградили победителей спартакиад по итогам полугодия. Для них веселый танец котят исполнили воспитанницы танцевального объединения «Драйв». Никто из посетителей новогодней вечеринки не ушел без подарка, а веселая фотосессия с Дед Морозом и Снегурочкой навсегда оставит в памяти 2014 год, который запомнится появлением в жизни БГПУ самого лучшего профессора Котова.